Владикавказский автовокзал номер 1. Ежедневно отсюда в разных направлениях выезжают десятки рейсов. Руководство автовокзала головой отвечает за безопасность каждого пассажира. Однако до недавнего времени обеспечить ее в полном объеме здесь были не в состоянии. 2 года новое досмотровое оборудование, купленное на госсубсидии, просто-напросто не работало. Такая ситуация сложилась потому, что у вокзала не было денег на содержание новой техники. По бюджетному кодексу финансировать его напрямую возможности не было. Правительство республики в марте этого года приняло постановление о передаче аппаратуры на баланс ГУП «Безопасность». С этого момента и начинается самое интересное. Организация ответила на поручение длинным письмом, в котором фактически отказалась выполнять возложенные обязанности, сославшись при этом на десяток федеральных законов и нехватку ряда документов. Такое же письмо направили в республиканскую прокуратуру. Специалисты все доводы безопасности учли, однако постановление правительства все же признали законным. Соответственно, сотрудники предприятия по-прежнему обязаны были выполнить указания. Однако этого сделано не было. Мы не могли, потому что, я говорю, не было, во-первых, ни финансового обеспечения, и там ряд вопросов, которые документы нам были предоставлены, они не содержали весь перечень необходимых документов. Да, потом они нам дополнительные документы предоставили все, в том числе и выписку из акционеров и так далее, совета директоров. И, естественно, мы ее приняли. А что касалось вопросов других финансового обеспечения, они на сегодняшний день так и не решены. 2 года новая техника стояла на вокзале, установленная, смонтированная, готовая к работе. Но штатное расписание так никто и не подготовил, а сотрудники так и не прошли необходимую подготовку и, соответственно, не могли быть допущены к работе. Сам вокзал профильными специалистами не располагает до сих пор. Нецелевого использования денег нету, есть неэффективное использование этих средств федеральных. Но мы не можем запустить эту аппаратуру ввиду того, что нет финансов. Вот эти 3 миллиона по году, около 3 миллионов, у нас их нет. Следовательно, мы не можем ни штатное расписание набрать, ни это штатное расписание обучить и платить техническое обслуживание этой аппаратуры. Оно очень дорогостоящее и очень затратное. В течение 2 лет на вокзале периодически проходили проверки, выявляли недочеты, выписывали штрафы. Массовая истерика началась только после того, как делом заинтересовались в прокуратуре. Специалисты выявили грубые нарушения в области транспортной безопасности и противодействия терроризму. Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения прокурором Северо-Западного района в отношении Владикавказского объединения автовокзалов административного производства по части 2 статьи 11.15.1. Это неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности. Постановление прокурора для рассмотрения было направлено в Советский районный суд. Суд рассмотрел его, удовлетворил и приостановил деятельность автовокзала на срок 30 суток. Постановление суда в настоящее время еще не вступило в законную силу. Однако закрыть вокзал оказалось легко лишь на бумаге. На деле же республика лишалась одного из главных транспортных узлов. В этой ситуации руководство вокзала обратилось к вице-премьеру Виталию Зангионову. В срочном порядке были собраны все заинтересованные лица, а в итоге все как обычно. Работать начали только после того, как им прямым текстом пригрозили увольнением. Практически сразу был подписан акт приема. В течение 2 дней после совещания на вокзал прикомандировали специалистов аэропорта. Чудесным образом исчезли все проблемы. Однако суд все еще идет, и окончательное решение пока не принято. Решение суда руководство вокзала оспорило практически сразу. На рассмотрение апелляции уйдет около месяца. Сейчас техника, да и сам вокзал работают в штатном режиме. Удивительно одно, пока не дошло до крайностей, проблема не решалась. Как только под угрозой оказались чьи-то рабочие места, выход нашли. Всего за пару дней. Яна Гайгиева, Борис Супоев, Осетия ТВ.